Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Мадина Кураева и в начале главные темы выпуска. Настоящие патриоты. В столичном аэропорту состоялась очередная отправка добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Учитель года. Конкурсное испытание длится всего 20 минут. Затем начинаются вопросы членов жюри. Продолжается первый тур регионального этапа всероссийского конкурса. У педагогов состоялся разговор со школьниками. Смотрите в нашем эфире. Новые удобства. В Грозном начал работать прямой маршрут от микрорайона до Черноречья. Подробнее в этом выпуске. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова продолжает благотворительную миссию на Донбассе. В своем телеграм-канале глава региона Рамзан Кадыров рассказал, что на этот раз госпиталям, где базируются солдаты спецназа Ахмат, доставили несколько единиц нового медицинского транспорта повышенной необходимости. Кроме того, врачи получили в свое распоряжение необходимые медикаменты, оборудование, аппараты наружной фиксации конечностей, а также контейнеры для забора крови. Все это значительно облегчит выполнение поставленных задач в ходе специальной военной операции. В столичном аэропорту состоялась очередная отправка добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Они проходят боевую подготовку на базе Российского университета спецназа. Защитники Родины прибывают в регион с разных уголков страны. Подробнее в следующем материале. На плацу собрался очередной добровольческий отряд, среди них чеченцы, а также представители разных национальностей, прибывших со всех уголков нашей необъятной страны. В полном обмундировании они готовы выдвинуться в зону проведения специальной военной операции. Многие из этих бойцов уже имели боевой опыт, а некоторые только освоили военное дело благодаря высококвалифицированному инструкторскому составу Российского университета спецназа. Очень благодарен инструкторам Центра подготовки спецназа РУС. Дали максимум за такой короткий период времени, за 10, грубо говоря, дней. Мы прошли огневую подготовку, тактическую, медицинскую, полностью боеготовы, готовы служить нашему Отечеству, исполнять самый великий долг для мужчины в нашей стране. Гордимся вот этими всеми нашими братьями и, конечно же, приедем с победой. На проводы прибыли официальные лица региона. Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов пожелал добровольцам боевых успехов и напомнил, что их дело правая защита Родины и религиозных ценностей. Мы все, братья, с вами приехали очередной раз проводить вас в зону проведения СВО, чтобы защитить самое главное – наши духовные ценности, наше население, нашу Родину. Берегите себя, поддерживайте друг друга, и победа, без всяких сомнений, будет за нами. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова обеспечивает не только силовые подразделения, но и добровольцев. Все их нужды взяты под строгий контроль. Все мои друзья, все служат, все ходили через Ахмат, и я тоже иду через Ахмат. Обеспечение самое лучшее. Все знают, Ахмат своих не бросает. Регулярно из столицы региона отправляются новые подготовленные группы добровольцев, которые в свою очередь участвуют в самых ответственных участках СВО и показывают высокие результаты. Совсем скоро эти бойцы отправятся в зону проведения специальной военной операции и будут выполнять свою основную задачу – это искоренение нацизма. Лейла Муртазова, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. Герой нашего следующего сюжета – росгвардеец Асхаб Хасуханов. Он принимал активное участие в спецоперации на Украине. После тяжелого ранения ему удалось реабилитироваться. В этом бойцу помогли руководство республики и опытные специалисты. Подробнее в следующем сюжете.
Тяжелое ранение, 5 месяцев реабилитации в Москве, 2-часовой перелет и, наконец, росгвардейцы Асхаба Хасуханова в аэропорту Грозного встречают сослуживцы. Боевое ранение он получил в результате ракетного обстрела в селе Новая Каховка на территории Украины. Борьба за морально-нравственные и религиозные ценности чуть не лишила его ноги. Однако, благодаря руководству региона и навыкам российских врачей, ее удалось сохранить. Уже дома росгвардейцы встретили родственники и друзья. Родители и 4 его дочерей счастливы возвращению бойца. Бойцы батальона ОМОН Ахмат-1, вместе с которыми Асхаб Хасуханов прошел этот непростой путь, отзываются о товарище как о человеке, готовом до последнего стоять за родину. Стоит отметить, что бойцы из Чеченской Республики с самого начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины принимают в ней активное участие. Спустя 5 месяцев лечения Асхаб Хасуханов наконец в кругу семьи. Несмотря на пережитое, он планирует продолжать службу в Росгвардии. Конечно, это случится уже после того, как он полностью восстановится. Луиза Яхяева, Сайталиан Пукаев, Вести, Чеченская Республика. Продолжается первый тур регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года». У педагогов состоялся разговор со школьниками. Все мероприятия проходят на базе лингвистической школы имени Даширеева. Обо всем по порядку в следующем материале. Вчера был дан старт регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2023», а уже сегодня проходит одно из 3 испытаний первого тура «Разговор со школьниками». Его цель – демонстрация конкурсантами своих профессионально-личностных компетенций в области воспитания и социализации школьников. Конкурс достаточно интересный, достаточно сложный для участников, потому что здесь им предстоит по теме, которую они выбрали в результате жеребьевки, повести разговор с обучающимися и не только просто поговорить с ними на эту тему, а именно выразить свое отношение к этой теме, почему у него такая позиция, объяснить детям и услышать, какое отношение и позиция у детей в той или иной теме. Конкурсное испытание, согласно регламенту, длится всего около 20 минут. За это время учитель должен полностью погрузить учеников в тему и раскрыть ее в обсуждении. Может быть, вы помните примеры из истории, когда проявлялось уважение к сопернику, к врагу? В спорте уважение проявляется, когда один спортсмен считает другого равным себе. Достойный противник. Оценивают участников не менее 6 компетентных членов жюри по 4 критериям. Первый – глубина, уровень раскрытия темы и воспитательная ценность проведенного обсуждения. Второй – методическая и психолого-педагогическая грамотность. Третий – ценностные ориентиры и личная позиция. И последний – коммуникативная культура. Начиная с 2009 года вообще в системе образования Российской Федерации стали обращать внимание на воспитание обучающихся. Это было вызвано временем, на изломе веков 20-21 года. Этот раздел жизни человека упустили, поэтому сама жизнь продиктовала, что это важный аспект становления молодого человека. Примечательно, что тему урока педагоги получают путем жеребьевки за день до проведения испытания, то есть времени на подготовку практически нет. Единственная привилегия конкурсантов – они могут выбрать класс, то есть возрастную категорию детей. Сегодня мы говорили о родине и какая родина для каждого человека. Все отвечали, обсуждали, что для них является родиной, вспоминали какие-то что-то из детства. И мне очень понравился урок. И хоть мнение учеников в рамках конкурса не является критерием оценки педагога, но их признание – самое главное для учителей, которые трепетно вкладывают в ребят не только знания, но и лучшие нравственные качества. 15 финалистов первого тура по итогам 3 конкурсных испытаний будут объявлены 8 апреля, а имя победителя регионального этапа станет известным на торжественной церемонии закрытия в конце месяца. Амина Тупилагова, Сайтамин Мусаев. Вести, Чеченская Республика.
В столице начал работать новый маршрут. Он курсирует от микрорайона до Черноречья. Микроавтобусы под номером 19 ездят ежедневно. Подробнее о том, какие проблемы для жителей остались позади, в сюжете Амины Тупелаговой. Раньше, чтобы добраться от микрорайона до Черноречья, жителям столицы приходилось ездить с пересадками. По их просьбам Министерство транспорта и связи региона запустило новый маршрут под номером 19. Раньше жителям приходилось сначала добираться на маршрутке до Минутки, а потом с пересадкой добираться до микрорайона, что получалось накладно, особенно для студентов. Поэтому в соответствии с их обращениями нами было поручено пассажирскому предприятию «Транссервис», обслуживающим данное направление, чтобы они в тестовом режиме открыли этот маршрут и попробовали его. Сначала на маршруте будут работать 4 единицы автотранспорта с интервалом ожидания 15 минут. Но по мере популяризации среди населения количество машин будет увеличиваться, а время сокращаться. Больше всего новому маршруту радуются студенты, так как помимо денежных средств они экономят самое главное – время. Кстати, и сами водители шутят, что маршрут можно называть студенческим, так как он огибает самые популярные вузы и СУЗы столицы. Начинается путь 19-го маршрута с остановки, которая находится на пересечении улиц имени Мухаммеда Али и Восточной объездной, прямо напротив торгового комплекса «Беркат микрорайон». Отсюда мимо станции переливания крови и корпуса Чеченского государственного университета он следует в центр, проезжая Министерство культуры, здравоохранения, нефтяной технический университет, мэрию и, конечно же, Грозный мол. Ну а далее до Богатыря и оттуда до Черноречья. Маршрут только набирает популярность, поэтому жители делятся известием о его запуске. маршрут 19 номер. Черноречье, ЛД, микрорайон. Конечная остановка в Черноречье расположена прямо среди жилых домов на углу Донбасского переулка и улицы Даниева. Амина Тупелагова, Сайтамин Мусаев, Сайтселим Ампукаев. Вести, Чеченская Республика. Журналисты региональных СМИ провели субботник в поселке Алды. В мероприятии приняли участие сотрудники газет, представители телерадиокомпаний, информационных агентств. Данная работа организована в рамках призыва министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадыровой. Материал с места события подготовила Мадина Нуцалчиева. Весна – традиционное время наведения чистоты и порядка, а субботник – добрая традиция, объединяющая поколения. Работники средств массовой информации, а также курирующего их ведомства также не обошли ее стороной. По инициативе министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадыровой массовые субботники проходят во всех районах региона. На призыв навести чистоту и порядок откликнулись тысячи простых граждан и сотрудников различных организаций, министерств и ведомств. На этот раз работа затронула поселок Алды. Это очень хорошее мероприятие, что делают субботники, очищают прибрежный район вокруг Грозненского моря. Почаще, хотя бы в год один раз, надо такие мероприятия проводить, чтобы город был чистый, чтобы везде был порядок. Хорошая погода и такой же настрой. Вооружившись всем необходимым и не теряя ни минуты, они приступили к работе. Субботник – это не только уборка территорий, но и общение, которое сплачивает взрослых и юных, способствует воспитанию культуры, производства и социальной ответственности. Вопрос проведения субботников находится под особым контролем руководства региона. Регулярно проводятся инспекции проделанной работы, а также вносятся коррективы в благоустройстве. Мадина Нуцалчиева, Шейх Мансур Умалатов, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Такие события следите за вестями на официальных страницах в социальных сетях и на платформе «Смотрим» телерадиокомпании «Война». Подписывайтесь. С вами была Мадина Кураева. До новых встреч в эфире.